А вот проживая здесь, работая с татарскими музыкантами, с татарскими оркестрами, попасть в Грэмми уже будет гораздо сложнее. Все ли татары вообще в курсе того, что существует современная татарская музыка и что они сами слушают? А сейчас, мне кажется, вот эта тенденция есть. Мне кажется, нашему, конечно, поколению очень хочется, с одной стороны, петь на своем родном языке свою музыку, но при этом быть интересными во всем мире, конечно. Просто наличие таланта на самом деле в наше время уже недостаточно. А мы знаем там румынскую эстрадную музыку, мы знаем там сербскую эстрадную музыку, а это народы побольше, чем татары. Почему татарскую музыку должна потреблять вся Россия? И почему должен потреблять весь мир? Даже, потому что у нас целевая аудитория, я про НУР сейчас говорю, это просто, чтобы татары начали слушать татарскую музыку. Мы работаем с материалом, у которого есть какой-то потенциал. Неважно, он записан на коленке, на диктофон или уже принесли готовый записанный студийный трек. Давайте вспомним, какая российская музыка взорвала, там, мы были детьми в этот момент, да? Группа Тату, допустим. Нас не догонят. Не только потому, что там очень хорошая музыка, там действительно очень хорошая музыка, но та дерзость, те смыслы, та свобода, степень свободы, которая была заряжена там, весь мир даже ошалел от того, что в России, в котором там буквально 10 лет назад был Советский Союз, такое происходит. Если взять любого артиста татарской эстрады, вложить в нее столько же денег, сколько вложили в Алсу, вполне можно и там на Тюрквидении победить. У татар, если мы запоем по-русски, мне кажется, мы потеряем. Мы можем что-то потерять, да, в этом плане. И это совсем не будет отличаться от просто какого-то вообще такого российского трека, какого-то, если это будет звучать по-русски. Или специально утрировать татарский акцент, мне кажется, просто смешно. Мы вот недавно выпустили с Разифом плейлист для набережного озера Кабан, где собрали 1,5 часа музыки народов России специально для того, чтобы люди как бы привыкали, слышали где-то, шазамили эти песни. Для меня до сих пор это непонятно, но в Советском Союзе все равно у татар каких-то таких вот, допустим, там Муслим Магомаев есть, да, понимаете, да, там, не знаю... Союзного масштаба. Да, там, я не знаю, там, кто там еще, Нани Бригвадзе, там еще кто-то, да. То есть они переходили на русский язык, с одной стороны, чтобы быть понятным, да, всему Советскому Союзу, а при этом, конечно, какой-то там свой колорит, как минимум акцент, как минимум. София, вообще какие-то там свои какие-то там инструменты, какие-то свои какие-то мотивы, они это все плетали. У татар почему-то вот это не произошло, не знаю почему. Мы не сторонники там фонограмм и декоративных музыкантов. Это то, что вас отделяет от, так скажем, от попсы татарской? Если сравнивать, то да, это то, что отделяет. Если мы спросим на улице, допустим, людей, что для вас татарская современная музыка, там, наверное, большинство там назовут артистов поп-сцены, да, то, что мы называем татарская эстрада, да. Допустим, мы с самого начала этого года уже выпустили порядка 5 или 6 полноформатных альбомов и там кучу разных синглов. Но вы согласны с таким утверждением, которое мне сказал один человек, который уехал отсюда много лет назад? Он сказал, что когда люди уезжают из Казани, они почему-то очень сильно выстреливают. Это сказал известный на весь мир ювелир, которого здесь, например, не знают, хотя он отсюда. Значит, закаляют здесь. Мы все приезжие. Так мы все приезжие, все, не знаю, Калимуллины приезжие, Кадиров из Башкортостана, к слову, Шарибжанова из Саратовской области. Я сам родился в Ульяновске. Я ей сказал. Если у нас интерес к родному языку, к родной культуре недостаточно воспитан внутри своего сообщества, то нужно в первую очередь решать, наверное, эту проблему, а потом уже замахиваться на какой-то экспорт, на какое-то позиционирование в мире. То есть, когда ты сам себе интересен, и у тебя есть большой выбор и внутри своей культуры, ты автоматически становишься интересен и другим регионам, другим странам.